эфире «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Гудок настоящего паровоза и встреча первого пассажирского поезда. Когда состоится историческое событие для Якутии и как за ним можно будет наблюдать? Успеть в срок. Ход строительства столичных дорог проинспектировал первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. Среди главных действующих лиц не война, а люди. Фотовыставку «Наш герой» Сан Саныч открыли в столице региона. Кому посвятили мероприятие. Каждое лишнее движение – это потерянное время. Алданские спасатели провели соревнования по сдаче нормативов. Экстрим или увлечение для жизни. Сегодня в России отмечается День парашютиста. Как и где отпраздновали это событие якутяне. Первый пассажирский поезд стартовал из Алдана до станции Нижний Бестях. В его составе 12 вагонов, в которых разместились 140 пассажиров. Время в пути составит 12 часов. Уже завтра состоится торжественное открытие движения со станции Нижний Бестях. Для этого специально прибыл паровоз с Кругобайкальской и Восточно-Сибирской железных дорог. Первым поездом будет управлять машинист Юрий Пыльсон и его помощник Андрей Москвитин, выпускник транспортного техникума поселка Нижний Бестях. На привокзальной площади гостей встретит духовой оркестр. Кроме того, в программе игры, розыгрыши и подарки. Наш телеканал в прямом эфире покажет прибытие первого пассажирского поезда в Нижний Бестях. Начало трансляции в 13 часов по якутскому времени. Длина достроенного участка составляет 439 километров. Напомним, что пусковой комплекс Томот-Нижний Бестях начали строить в 2005 году. Объект планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2012 году. Однако после банкротства корпорации «Трансстрой» объект достраивал Росжилдор. С 2014 года на строящемся участке Томот-Нижний Бестях временную эксплуатацию осуществляла компания «Железные дороги Якутии». Всего на строительство дороги потребовалось более 48,5 миллиардов рублей. Основными акционерами компании являются Российские железные дороги и Республика в лице регионального министерства имущества и земельных отношений. В связи с этим ожидается общее снижение транспортной нагрузки на 25% от железнодорожного тарифа. Сводом продления тарифа до станции Нижний Бестях стоимость за перевозку крупнотоннажного контейнера относительно Томота увеличится только в районе от 1500 до 3000 рублей, в то время как стоимость этой перевозки автотранспортом с Томота составляет от 3000 рублей за тонну. Что касается цен на билеты на пассажирские перевозки, то на стоимость проезда повлияют дифференцированные по календарным периодам года коэффициенты гибкого регулирования тарифов на проезд в купейных вагонах. Стоимость проезда ориентировочно составит до Москвы в плацкартном вагоне 7700 рублей, до Хабаровска плацкарт 3400 рублей, до Благовещенска 2800 рублей. До Нерюнгри плацкартный вагон будет стоить 1500 рублей. С вводом в постоянную эксплуатацию пускового комплекса Томот-Нижний Бестях и открытием пассажирского движения компания «Железные дороги Якутии» планирует наращивать пассажиропоток. В этом году планируется перевести 85,5 тысяч человек. В 2020 году свыше 111, а в 2021 свыше 133. А к 2032 году железнодорожники намерены увеличить пассажиропоток до 175 тысяч человек. И к другим темам. Не только пожары, но и изменения ветра стали главными причинами задымления в Ленском районе. Об этом сообщила единая диспетчерская служба. Поток воздуха также принес дым с соседних территорий Иркутской области, Красноярского края и северо-востока самого района. Это привело к значительному задымлению в населенных пунктах района, говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент в районе тушат 2 лесных пожара на общей площади 145 гектаров. «Не пей за рулем». Буклеты с таким названием водителям на паромной переправе в Якутске раздали сотрудники госавтоинспекции. Рейдовые мероприятия ГИБДД, направленные на снижение количества нарушений правил дорожного движения, прошли на Даркалахе. В рамках акции на паромных установили плакаты с
правилами безопасной поездки с детьми и выбором детского удерживающего устройства. В период выходных на территории столицы и его пригородов наряды ДПС будут дополнительно усилены. Сотрудники ГАИ проведут массовые проверки в целях снижения дорожно-транспортных происшествий. Пристальное внимание инспекторы уделят выявлению водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушающих правила перевозки детей. В последнее время участились у нас дорожно-транспортные происшествия с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также из-за того, что у нас, сами видите, как погодные условия позволяют выезжать за пределы города Якутска. То есть, сами знаете, у нас последние дорожно-транспортные происшествия происходили не просто, там кто-то человек пострадал, а именно уже с потерей, как говорится, жизни, и также с участием детей. Поэтому в связи с этим, так сказать, и в принципе для снижения общего количества дорожно-транспортных происшествий. Однако не только эти факторы могут стать причинами ДТП. К слову, длинная очередь выстроилась на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. В связи с выходными, по словам водителей, время ожидания увеличивается до 4 и более часов. Отметим, что на причалах Якутска установлены камеры видеонаблюдения. Теперь граждане с помощью мобильного приложения смогут наблюдать загруженность подъездных путей. Я сегодня в пятницу подъехал, чтобы переправиться с города Якутска в Нижний Бестях. Но, как видите, тут очень много машин. Я не знаю, сегодня переправлюсь или нет. А раньше слышал, что был указ там Илдархана, что вот эти большегрузные машины не переправлять в пятницу из Якутска до Бестяха, а в воскресенье с Бестяха Якутск. А вот, как видите, тут они стоят и занимают очень много места. Поэтому там проблема, наверное, возникает. Ход строительства городских дорог проинспектировал сегодня первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. На этот раз он особое внимание уделил ресурсоснабжающим организациям и напомнил, что работы по переносу сетей должны быть выполнены до начала основных дорожных работ. На участке дороги от улицы Пирогова до Семена Данилова кипит работа. Ее протяженность почти 1400 метров. Здесь дорожники за несколько дней положили 430 метров асфальта в 2 слоя. Здесь работы выполнены, остались тротуары и разметка, конечно. А когда планируете вообще полностью работы завершить? У нас по графику и по контракту сдача улицы 30 октября, но мы планируем в августе месяце закончить уже. Рейды проходят каждую неделю. В этот раз комиссия особое внимание уделила ресурсно-снабжающим организациям. Работы по переносу сетей должны быть выполнены до начала основных дорожных работ. Многие обращают внимание, что после того, как дорожное полотно новое положено, ресурсники начинают свои работы делать. Потом приходится переукладку делать. В этом году отдельное совещание проводили по этому поводу, как с Сахатранснефтегазом, с водоканалом, с теплоэнергией и с Якутскэнерго, чтобы все-таки работы по переносу сетей шли до начала основных дорожных работ. Активная работа идет и на Хатын-Юряхском шоссе от Вилюйского тракта до улицы Жарницкого. Там как раз дорожники работают совместно с компанией Сахатранснефтегаз. Они проводят работы по выносу сетей. Завершена работа по фрезерованию старого асфальта. Сейчас проводится работа по устройству водоотводных лотков, подготовительные работы, также работы по ликвидации причинообразования. Согласно контракту, данный объект у нас рассчитан до 31 октября, и подрядчик обязуется выполнить работы по асфальту уже в августе месяце. Уже сейчас в столице региона отремонтировали улицу Бестужева-Марлинского, а на улице Чайковского работы подходят к концу. Всего же в этом году в Якутске построят и отремонтируют 20 улиц и еще 3 мостовых перехода. Качество дорог якутяне оценят уже этой осенью. Анастасия Кобызева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Власти республики выкупят долю регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Речь идет о компании «Якутск Экосети». Размер сделки за 51% составит 17 миллионов рублей. Теперь за санитарным состоянием центральной зоны Якутии будет следить не только муниципалитет, но и республика. Причина выкупа доли – отказ одного из учредителей компании инвестировать в строительство нового полигона по утилизации мусора. Таким образом, вопросами строительства нового объекта и рекультивации старого,
который находится на 9-м километре в Якутске, займется региональная власть. Напомним, регион перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас в республике 5 региональных операторов по 5 зонам. А между тем в Нерюнгри растет количество несанкционированных свалок. При этом скорость вывоза мусора в некоторых районах города значительно снизилась. Какие решения приняты по этому вопросу, расскажет Анастасия Литвиненко. Много вопросов возникает к гаражным кооперативам, некоторые из которых используются в качестве складов плодово-овощной продукции. Их отходы оказываются в мусорных контейнерах близлежащих домов, и за вывоз этого мусора платят жильцы. Бывает, что грязно. Возле подъезда, возле домов очень грязно бывает. Если вывозят, то довольны, а если нет, то недовольны. По закону гаражный кооператив и торговцы обязаны заключать договор на вывоз мусора. Часто же возникают ситуации, когда договор носит лишь формальный характер, а сам мусор не вывозится или складируется в лесополосе. Местные органы власти дали 1 неделю председателям отработать вопрос организации вывоза твердых коммунальных отходов. Комиссионно, совместно с Роспотребнадзором, с административной комиссией, специалисты городской администрации, мы выйдем на место, мы проверим каждого и, соответственно, будем принимать решение об административной ответственности каждого из руководителей. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, это касается тех маленьких магазинов и магазинчиков, ларьков, развалов по летней торговле, которые тоже обязаны заниматься именно этим, а именно заключать договора и осуществлять вывоз этого мусора на полигон. После внесения изменений в законодательство штрафы по статье «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления» значительно выросли. Остается надеяться, что увеличение размеров штрафов подкрепит и усилит желание граждан ответственно относиться к санитарно-эпидемиологическим требованиям, а количество несанкционированных свалок в районе уменьшится. Анастасия Литвиненко, Захар Головин, Нерюнгри. Проблема мусора остро стоит и в Ленске. Отдыхающие на природе не убирают за собой мусор. Сотрудники природоохраны проводят рейды, но почему же количество нарушителей при этом не уменьшается? В ситуации разбиралась Анна Кожевникова. Паттайя и Пхукет отдыхают по сравнению с северными красотами Ленских островов. Те, кто не уехал в теплые страны или к российскому берегу Черного моря, отдыхают здесь. Песчаный пляж в районе Первого острова – одно из излюбленных мест отдыха ленчан, находящееся вблизи города. Здесь движение практически круглосуточно. Те, у кого нет машин, переходят речку Мухтуйку, разделяющую пляж от города, вброд. Это, конечно, не all-inclusive, но для тех, кто комфорту предпочитает лоно природы, отличная альтернатива. Была бы еще температура воды повыше, но северные люди привыкли к суровым условиям с детства, поэтому на Ленских островах отдыхают все, от мала до велика. Отдыхающих много и часто остается мусор. Даже если складывают в пакет, пакеты оставляют на пляже. Ну, а так в общем-то, все здорово здесь, не нужно этого портить. Но как следствие, люди наносят урон природе, конечно, не все. Наши респонденты оказались предусмотрительны на этот случай. Мусор в пакетик, багажник и на помоечку. Но некоторые отдыхающие дикарями порой себя и ведут соответствующим образом. Но для регулирования этого вопроса имеется надзорная инстанция. Сотрудники природоохраны проводят рейды на акватории реки Лена и других малых речках на предмет нарушения природоохранного законодательства. За оставление мусора, за захламление, получается, идут штрафные санкции по статье 8.2 Кодекса административных правонарушений на физических лиц от 500 до 3000 рублей. А за мытье машины на береговой зоне от 500 рублей до 1500 рублей. Еще одна актуальная проблема в летний период связана с отдыхом на природных пляжах Ленских островов. Отдыхающие, пребывающие на машинах, зачастую возвращаются в город в нетрезвом состоянии. Большинство административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения выявляется, конечно, в летний период времени, такие сезоны, когда люди отогревают свои данные транспортные составы после зимнего периода времени и управляют ими. В основном выявляется, конечно, это состояние алкогольного опьянения на дачах, так как там управляют данным транспортным средством. Ну, не только на даче, конечно, и вот пляжи. Поэтому в соответствии с приказом министра МВД республики и начальника Ленского ОД в летний период сотрудники ГИБДД усиливают патрулирование. Также они выезжают по заявлениям от граждан. Поэтому, если вы заподозрили, что за рулем автомобиля нетрезвый водитель, смело звоните в госавтоинспекцию.
Отдых не должен нести отягчающих обстоятельств. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Среди главных действующих лиц не война, а люди. Фотовыставку «Наш герой» Сан Саныч открыли в столице региона. Кому посвятили мероприятие. Каждое лишнее движение – это потерянное время. Алданские спасатели провели соревнования по сдаче нормативов. Экстрим или увлечение для жизни. Сегодня в России отмечается День парашютиста. Как и где отпраздновали это событие якутяне. Якутия-24 и главные итоги этого дня. Среди главных действующих лиц не война, а люди. Фотовыставка «Наш герой» Сан Саныч открылась сегодня в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Ее посвятили командиру якутского ОМОНа. В экспозицию вошли снимки из личной коллекции профессионального фотожурналиста, лауреата государственной премии и знака «Гражданская доблесть» Владимира Доброхотова. Кристина Якупова побывала на мероприятии. Все фотографии были сделаны во время многочисленных командировок в Чечню в период боевых действий. Но главное действующее лицо выставки не война, а люди. Среди них наш земляк, герой России Александр Рыжиков. Наш Сан Саныч. Именно так своего командира назвали бойцы отряда тогда, когда его не было рядом. Удивительно, но в Рыжикове равномерно сочетались черты требовательного командира и заботливого замполита. Мы с ним провели несколько командировок в Чечне. К сожалению, он погиб, защищая своих бойцов. Коллекция, конечно, большая очень, так, громадная. Несколько тысяч снимков. А это маленький фрагмент, посвященный нашим срочникам, которые погибли на этой необъявленной войне. Сохранить память о прошлом, о людях, для которых понятия честь, долг, отечество – не пустые слова, а смысл жизни. Те, кто вернулся с той войны, с тоской вспоминают те дни. Командировка была тяжелая, очень тяжелая. Отряд впервые вступил именно в открытое боестолкновение с боевиками. После этого были окружения, были прорывы. Кроме проведения спецопераций мы работали как обычная пехота. Отношение к чеченской войне всегда было неоднозначным, но одно неизменно – она стала частью истории России и республики, ведь многие якутяне стали участниками этих событий. Мы решили помочь Доброхотову Владимиру Николаевичу, что эту выставку, эту идею, вначале была идея, воплотить в жизнь, чтобы сегодня мы вот эту замечательную картину, большой объем, вы, наверное, заметили, очень много картин, очень много кадров. Например, мне сейчас такой уникальный момент, это вот мой отец. То есть, как бы, мне эта тема тоже очень близка. Ну и самое главное, как я уже сказал, это, конечно, передать вот эту историю подрастающему поколению. Сегодня совсем немного людей, которые помнят свои корни, бережно хранят документы и фотографии предков. Возможно, поэтому они вызывают у нас особый интерес и уважение. Каждый, кто неравнодушен к этой истории, сможет увидеть все снимки воочию. Выставка будет работать до 18 августа. Кристина Якупова, Григорий Охлопков, Якутск. От действий этих людей также зависит жизнь человека. Алданские спасатели провели соревнования по сдаче спортивных нормативов. Один из элементов – это форсирование башни. За ходом действий наблюдал Руслан Павлов. 20 секунд на штурм башни-тренажера эквивалента 4-этажного дома. Такова задача перед бойцами МЧС и пожарных частей. Спортивный норматив для спасателей, от которого порой зависит жизнь человека. Главное все-таки результат, потому что от минимизированного количества времени зависит как бы исход в целом всего. Как в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей, материальных средств. Ребята взбираются на башню молниеносно. Не успеваешь зафиксировать их передвижение по вертикали. Однако сами бойцы недовольны первыми попытками. Каждое лишнее движение – это потерянное время. Рекорд мира 12:56 секунд, так, для справки. Здесь как бы, такие, скажем, условия, развитый спорт больше в таких больших городах. У нас, как гарнизон, да, тоже проводим, стараются, все ребята молодцы, тоже тренируются, каждый день сюда ходят. Скажем так, здесь показывать надо уровень такой, что между собой борются ребята. Они все молодцы, тренируются. Маленько другое ПТВ все равно, оно по весу отличается, допустим, боевая лестница, она весит 13 килограмм, а спортивная 8,5.
Посмотреть на тренировки и работу спасателей пришли дети. И, конечно же, основное внимание с их стороны к технике. А чтобы не было скучно, спасатели устроили экскурсантам небольшой летний душ, что было воспринято на ура. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Экстрим или увлечение для жизни. Сегодня в России отмечается День парашютиста. 26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов впервые совершила под Воронежем серию прыжков с самолета. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. Тему продолжит Денис Тишин. Команда парашютистов-профессионалов из Федерации парашютного спорта Якутии совершает групповой прыжок с высоты 1200 метров. Зрители встречают их бурными овациями. Их можно понять, ведь это поистине захватывающее зрелище. Вообще супер, очень понравился. Вот буду как раз в гостях у нас из Питера. Вот показываем все, что можно, все, что нужно. Да? Кто у нас самый точный? Россия. Да? И? Кто? И якутские. Впрочем, сами парашютисты не считают свое увлечение чем-то экстремальным, но все же признаются, это очень интересное занятие. Я ничего героического такого, я ожидаю, что вы что-то такое от меня слышите, я не могу вам сказать. Это должно быть все-таки желание и призвание. Да. Если человеку это нужно, да, то он это совершит. Если ему не нужно, он проявит себя в чем-то другом. Затягивает очень сильно. Иногда даже, очень сильно. Приходится многим жертвовать. Показательное выступление парашютистов – часть праздничной программы, посвященной Дню парашютиста. Его решили отметить в историческом парке «Россия. Моя история». Здесь действительно было чем занять себя и взрослым, и детям. Например, посмотреть выставку архивных фотографий, рассказывающую о становлении парашютизма и парашютного спорта в СССР и Якутии. Выставка будет работать до 2 августа. В республике парашютный спорт начал развиваться с 1943 года, с подготовки военных летчиков. Потом уже стал, соответственно, развиваться именно как вид спорта с определенными подъемами, падениями, с пиками, с хорошими, с не очень хорошими событиями. Пик развития парашютного спорта, конечно, приходился на 80-е годы, когда он был очень массовым и популярным. Сейчас мы потихоньку возвращаемся именно к той массовости. Очень много людей проявляет интерес к парашютному спорту. Очень много молодежи проявляет интерес, очень много молодых людей. Кроме возможности увидеть редкие фотографии, все желающие сегодня смогли принять участие в мастер-классах по укладке парашюта и подготовке к прыжкам, а также послушать лекции об истории парашютного спорта. Денис Тишин и Григорий Хлопков, Якутск. Вернемся к главной теме дня. Первый пассажирский поезд отправился сегодня из Алдана до станции Нижний Бестях. В его составе 12 вагонов, в которых разместились 140 пассажиров. Время в пути 12 часов с промежуточной остановкой в Тамоте. Обо всем и по порядку расскажет Руслан Павлов. Вот он, праздничный состав, который из Алдана в Бестях повезет строителей, железнодорожников и всех тех, кто выстрадал эту дорогу. К финальному аккорду – пуску пассажирского движения по всей якутской железной дороге. Машинисты Юрий и Руслан поведут исторический состав к пункту назначения. Для них это обычный маршрут. Ребята опытные и знают свое дело. Как поедете? С ветерком? Согласно графику движения. У нас есть график. Согласно графику будем вести поезд мягко, без рывков, чтобы стаканы не шатались. Как-то так. С установленной скоростью. Какой? Которая по участку. Местами есть 60, есть 50. Бывают ограничения скорости. Но сейчас участок уже подделали, ограничений скорости очень мало. Поедем 50-60 км в час. Исторически так сложилось, что именно Алдан стал центром железнодорожной отрасли Якутии. Поэтому отсюда праздничный тепловоз начинает движение в сторону Бестяха. Небольшой митинг перед отправкой, слова поздравлений и благодарности. Чувства переполняют всех. Если бы не трудовые коллективы, которые выдерживали все это, понимаешь, то, конечно, ничего бы не было. Поэтому это такое огромное событие для всей республики, да, и для всей России, потому что открывается путь дальше на Магадан и дальше. Социально-экономический эффект отпуска пассажирского движения поездов от Бестяха на запад и восток очевиден. Причем он уже ощутим в компании «Железные дороги Якутии». Пассажирка Алданскому району принесет впрямую это дополнительно в бюджет города и района.
Это те люди, которые, работники компании «Железные дороги Якутии», которые проводники, будут жить на территории Алданского района, а, естественно, количество их увеличилось у нас. Мы приняли дополнительно людей и проводников, и составителей, которые будут обслуживать эту дорогу. Железнодорожная линия Беркакит-Томот-Нижний Бестях запущена в постоянную эксплуатацию, и это исторический факт. На строительство и запуск дороги понадобилось более 30 лет, но это стоило того, потому что любая дорога – это путь в будущее. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Сразу после итогов дня на нашем телеканале смотрите актуальное интервью с генеральным директором компании «Железные дороги Якутии» Василием Шимохиным. А я на этом с вами прощаюсь. Не переключайтесь.